Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки отправился в деревню Макроусово. Деревня Макроусово входит в состав городского округа Уфа. Здесь, в одном из филиалов компании «Башкир-Автодор», дорожники из разных районов региона получат ключи от новой дорожной техники. В лизинг взяли дробилку, поставили в Абзаковский карьер, она мобильная. В Абзаковском карьере стоит, у нас там на 50 лет запасов на сегодняшний день. И чтобы полномерно все работало, от забоя, как говорится, и до потребителя, мы чисто перевозку. Всего отрасли потребления 2 миллиона тонн инертных материалов. К сожалению, до настоящего года, они миллион производили сами, а миллион примерно потребляли со стороны Челябинск, другие регионы. Теперь поставили, сами купили на 180 миллионов за свои собственные средства. И в полном объеме закрывают инертный материал. Перед вами 53, точнее, здесь один каток убрали, уже на дороге работает. 53 единицы техники. Это и самосвалы, и специализированные универсальные трактора для использования во все сезоны. В первую очередь, конечно, по зимнее содержание ориентировались. И, значит, тэшки, большие трактора для того, чтобы уже большие магистрали использовать. И, безусловно, грейдеры. Их сегодня 22 были закуплены. Главы в основном просят, да, грейдеры? Да. Ну, сейчас вот профилирование и снегоборьба, все это. И вот когда они отсыпку делают, вот да. Так? Как раз это для этой цели это и взяли. Всего 97 единиц техники закуплено. Большая часть уже, половина сейчас находится уже на объектах, а 53 находится сегодня на площадке. В первую очередь ориентируемся на зимнее содержание. Примерно выход когда у вас из кризиса, когда планируете? Ну, у нас, значит, если так сказать, у нас сегодня прошла программа конвертации 2 миллиардов, то, что нам было выделено, значит, там, получается, инвестдоход мы получаем. Даже от приобретения техники есть инвестдоход. В принципе, уже у нас совет директоров обозначена дата. Согласно этого, мы его на погашение убытков прошлых лет сажаем. Тогда у нас в этом году уже плюсовой баланс. И мы уже привлекательны для банков. По финансовому прогнозу 2024 год. Уважаемый Ради Фаридович, сегодня перед вами собрался весь актив руководителей ДРСУ всех районов Республики Башкортостан в преддверии передачи новой техники, которая будет направлена на зимнее содержание как магистральных региональных межмуниципальных дорог, так и дорог местного значения. Действительно, Ради Фаридович, огромное спасибо. «Башкир-Автодор» за последние годы не получал столько техники. Техника в основном представлена для содержания дорог, ремонта. Это для нас очень большое приобретение. Я думаю, на местах все руководители очень рады. Сегодня техника уйдет в 36 районов республики. Представители районов здесь, руководители ДРСУ, с ними механизаторы. Ради Фаридович, разрешите вручить ключи от новой техники. Для вручения ключей приглашаются руководители филиалов Абделиловского ДРСУ, Архангельского ДРСУ, Аургазинского ДРСУ, Аскинского ДРСУ, Баймакского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бирского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, майор Ильич, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, Кигинского, Кугарчинского, Куюргазинского, Кушнаренковского, Лебяжинского, Мечетлинского, Мишкинского, Мейкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Чешминского, Уфимского,
Федоровского, Шаранского, Янаульского и также Управление подготовки и производства акционерного общества «Башкир-Автодор». Спасибо. Федорович, технику, если, да, вот Т-150 приобретенные, в принципе, очень много дорог в районах, да, в районах необходимо содержать, у нас очень много и местных, и всего, и, в принципе, вот хорошая новая техника, она и с боковым отвалом, и сзади через ВО можно соединять и снегоочистители и все остальное, и прямую лопату, то есть, ну, такая вот именно от заносов борьба, это самая надежная, она и быстроходная, ну, протяженность дорог большая. Нам необходимо каждому в районе за короткое время успеть везде. Когда снегопады. Да, когда снегопады. Как бы вот как раз мобильная техника, ее не надо, она сама бегает куда надо, добежала. А вот сейчас она своим ходом вся техника пойдет? Нет, часть на тралы, куда далеко тралами мы вывозим, где поближе своим ходом пойдет. В принципе, ставится на учет и все в работу. А это погрузчики он взял? Это погрузчики взяли, да, тоже как бы и на заводах необходимо работать, и на расчистке помогает, и карьеры у нас, кроме своих карьеров Абзака Мурсалинкина, также мы имеем карьеры в филиалах, у нас 16 их карьеров. И грунт... Вот, ну, песок мы, наверное, сами все... Песок у нас тоже карьеры свои, у нас земснаряды 2 штуки есть, мы раскрываем, добываем, рассеиваем, то есть у нас все это есть. До февраля готовность полная. И по пескам, Заготовка у нас есть. зима готова, к зиме Да, то готова. я тогда под сыном смотрел, мы же щебенку брали, она подороже получается. Ну, плечо, наверное, большое, да? Транспортная составляющая очень серьезно бьет, поэтому из-за этого мы хотим внутри себя, с Абзакова, с железной дорогой, да, да. Там у нас ветка, свой тупик, он рабочий, 30 вагонов, отгрузка ежесуточная, в принципе, есть. Можете по всей республике. Всю республику и за регион даже мы будем стараться, сейчас как бы планы такие у нас. Так что, ну, МТЗ уж это ходовая техника, и косилка, и фреза, и все остальное, еще СКУ нам взяли, для чего? Для того, чтобы и родная улица, и башкирский дворик там как бы необходимо. Это ГС, Брянский арсенал, да, средний грейдер, как раз такой, что тоже перебежать куда надо, отработать, в принципе, профилирование. Да, это самая такая тема. Радик Фрич, как техника? Техника хорошая, К людям идете? да. Ну, поздороваться же надо. Есть, да? А то мне говорят, даже не поздоровался, уходить некрасиво. Я просто, у меня есть возможность вас сегодня всех поздравить с нашим праздником профессиональным. Дорожная отрасль в республике, она, вот если не ошибаюсь, она по развитости, по протяженности, она занимает 2-е место в Российской Федерации. Очень много у нас дорог. И, конечно, это определенная ответственность, потому что много населенных пунктов, дороги должны быть открытыми. У нас климатические условия очень даже непростые, поэтому, конечно, мы помогали вам, будем помогать. Это 2-я, по-моему, партия, да, машин, которую мы передаем. Посмотрим на следующий год. От вас, чтобы вы были здоровыми, хорошо работали, безаварийной, чтобы работа была, чтобы никто не пострадал, ну и, конечно, чтобы вы качественно выполняли ваши задачи. Я вас искренне поздравляю. Работа у вас невероятно тяжелая. Труд дорожника – это один из самых тяжелых, вообще, наверное, тяжелых профессий. Особенно поздравляю всех механизаторов, собственно, на плечах которых вот наша и безопасность, и наш комфорт держится. Поэтому спасибо вам всем большое. Спасибо и с праздником. А вот это что? Это маточные котлы для разогрева термопласта. У нас Хоффман машина еще не подошла, Термопласт, чтобы уложить, Вот она базируется на машине. это на машину да, ставится, засыпается вот сюда в бункер термопласт, он в мешках идет по 30 килограмм, разогревается здесь, и потом через вот это отверстие по лотку заливается уже в машину разметочную. Мы ее докупили, потому что в следующем году, раз на межмуниципалитет выходим, там еще плюсом 6,5 тысяч километров, в принципе, вот 2 котла. Мы в этом году что сделали? Мы все региональные дороги. И региональные, межмуниципальные полностью покрыли. Термопластом в следующий год. Да, в следующем году добавим 1000 камер, заработают, ну, тоже будут влиять. А уже на следующие годы рассматриваем там целый комплекс мероприятий, в том числе шумовые полосы планируем запускать. Да, я сейчас вот езжу, ну, видно, что везде вы сделали.
ну, соединяющие между Безопасность, муниципальными, Рафаэль. да. Безопасность. Конечно. Безопасность. Самое большое. Вчера у министра было совещание в Екатеринбурге. Нас отметили как регион с хорошей практикой, где понижается смертность и в целом аварийность на дорогах. Ну, у нас И Черников был, и Акимов, да, да. Но с каждым годом будет сложнее. То есть вот дополнительно необходимо будет мероприятие проводить. Чем дороги лучше, тем будет видеться. чем дороги, да. Скорость повышается. Скорость повышается. Разделительную, к сожалению, не сделать. Разделительно не сделаешь, регионалка. 8 метров, 7 метров. 8 метров посередине не поставишь. Не поставишь. Вылетает. А, в смысле Камера узкие, да, получается? узкие, да. Ну, они подкатегорийные, они 4-й, 3-й категории. И там уже нельзя, да, получается. Интенсивность высокая. А мы в этом году асфальт в 3 раза с лишним положили, да? В два раза больше положили асфальт. Да, и они сами произвели этот асфальт. То есть у них по сравнению с прошлым годом как раз идет рост производства своего асфальта. И мало Я того, имею в что виду по республике в целом. Объем ремонта Федеральный. 1200 километров. Это на треть больше, чем в прошлом году, на треть. Плюс к этому мы отсыпали дополнительно 940 километров. Ну, Не то, что отсыпали, вот, да, вот да, то, что да. мы дали муниципалитету. Да. Да. То есть, если вместе сложить, это за 2000 километров дорог мы, в принципе, это вот как раз в 2 раза больше показатель, чем в прошлом году. Да, по растительности. А вот в общей сумме взять, мы не потратили больше денег, чем в прошлом году. То есть как? А объем практически, объем терзаказов То же самое? То же самое. То же самое. Мы в тех же объемах, количество, физический объем работы сделали на тех же деньгах. Да, да. В общем, вот вопрос. Рафаэль Фрич, ну а технику приобретали, средства выделяли большие, серьезные. Уделяете внимание этому? Вот мы как взялись с самых первых дней, я понимал, что дороги и транспорт требуют особого внимания. Они немножко были у нас в таком, ну, падающем состоянии, в таком крутом пике падения были. Вот сейчас в первую очередь, ну, мы и кадровые решения определенные приняли, и технику закупили, и очень много внимания на самом деле уделяем, потому что мы, знаете, дорожные часы проводим. Поэтому, ну, огромная республика, у ней должна быть хорошая развитая сеть дорог. И Дороги вот, пока плохие еще, во многом плохие. Хотя много сделано. да, много сделано. Есть и хорошие дороги, есть и плохие дороги. Просто надо еще много делать. Но это же не последний транш. Нет, мы вот уже сейчас смотрим на бюджет следующего года. Вот в следующем году мы тоже техники подбросим. Всё. Спасибо.